Выполняя свой долг, сотрудники Министерства внутренних дел часто сталкиваются с проблемами. Главное из них, что система должным образом не защищает и не ограждает правоохранителей от личной вражды с нарушителями. Говоря о госавтоинспекции, зачастую, если сотрудник решил оштрафовать или задержать за неподчинение кого-то из представителей так называемой «золотой молодежи», то, используя связи, вопрос с законом сразу же решается, а ненависть к сотруднику остается. Жить по правилам не модно, а нужно сделать как раз таки наоборот. Это тоже, тут не вина сотрудников и ГАИ только, или Министерства внутренних дел. Это наша общая ответственность, которую мы все должны нести. Из достоверного источника мне удалось узнать о недавнем случае конфликта между «Золотой молодежью» и сотрудником ГАИ у Национального банка республики. Заведомо зная, что вопрос этих людей будет решен, сотрудник милиции просто уволился из органов. Тем самым представители «Золотой молодежи» вновь остались безнаказанными. Конфликт был зафиксирован камерой видеонаблюдения, но само видео достать мне не удалось. Мы все прекрасно знаем, что управлять транспортом очень опасно, в первую очередь для того, кто им управляет, и для других участников дорожного движения. Мы видим, к чему это приводит. Эти страшные картины, страшные жертвы. Ходим на плакание, на похорона, слыша все это. Как это печально для наших близких, родных, знакомых. Но вот когда сотрудник госавтоинспекции привлекает к ответственности этого нарушителя, все считают как-то необходимым остановиться и помочь водителю, который находится в нетрезвом состоянии, убедить милиционера, что он больше так не будет, оставьте его сегодня, от ответственности не привлекайте. И порой доходит до физического сопротивления сотрудникам милиции. И вот почему наши граждане не понимают. Тут интересный такой у нас вопрос возникает всегда. К сожалению, вот такая вот низкая дисциплина, понимание этой ситуации со стороны наших граждан. Многие сейчас перед экранами своих телевизоров скажут, что и сотрудники часто превышают свои полномочия, и это тоже не исключено. К правоохранительным органам, в частности к милиции, отношение в обществе неоднозначное. К сожалению, сами сотрудники порой создают негативный имидж. За 2018 год около 50 свыше случаев дисциплинарных наказаний, увольнений, понижений в звании, в должности. Сложно все это проводить в нашей реалиях сегодня, но мы в первую очередь спрашиваем себя. Для того, чтобы понять, как общество реагирует на рейдовые мероприятия, мы вместе с сотрудниками ГАИ отправились на запланированное профилактическое мероприятие на пост Мачара. Сказать, что я шокирована, это ничего не сказать. Во-первых, все, кого останавливали, требовали в один голос убрать камеру, а некоторые даже открыто угрожали, что если они попадут в объектив моей камеры, то у меня будут проблемы. Но самое интересное, что все требовали исполнения закона начинать почему-то не с него, а с кого-то другого. Вы не можете ехать, если я тебе номер оставлю. К примеру, молодой человек в этой машине вместо того, чтобы предъявить документы на свой автомобиль, начал кому-то набирать. Его даже не смутила камера. Он очень уверенно поднес свой телефон начальнику ГАИ. Видимо, по ту сторону телефонного звонка его убедили, что вопрос будет решен на месте. И он без документов на свой автомобиль сможет продолжить движение дальше. Но вопрос был решен не в его пользу. Ему все же пришлось пройти на пост для оформления протокола. Еще один молодой человек вместо того, чтобы подчиниться, также начал куда-то звонить. И опять же требовал, чтобы начальник ГАИ поговорил с кем-то, кто находится на линии. Молодой человек оказался сотрудником Государственной службы охраны. Я не хочу быть хуже кого-то. Я не хочу, чтобы мои близкие были хуже кого-то. Я сажусь за руль, и я вижу в отношении меня закон, в отношении другого человека беспредел. Тот, который может себе это позволить, это отдельная категория людей. Слушайте, я считаю, что в первую очередь нужно ужесточить исполнение закона. И нужно начать самому сотруднику ГАИ уважать свою профессию, потому что то, что происходит сейчас, это неуважение профессии. Это абсолютно, то есть тебе позвонили, ты решил, с тобой решили вопрос. Попадаются нам сотрудники различных структур. Сейчас не скажу то, что именно милиции, различных структур. И, соответственно, с этим же мы тоже действуем как положено, в соответствии с законом, в соответствии с положением. Сотрудника госслужбы составить административный протокол мы не имеем права, доложить руководству его мы докладываем. Потом там уже с ними на местах разбираются.
Касаемо госслужащих, мы собираем материалы, передаем их старшим. Вот у нас есть такой один материал. Вот мы передавали Министерству обороны Республики Абхазия генералу Кишмаре о наказании за нарушение правил дорожного движения. Он наказал своих госслужащих. Вот тут 5 человек, которых он наказал, эта бумага, она у меня есть вот здесь. Как бы он поддерживает нас в этом. Первый, который из госслужащих поддержал нас и наказал их, и прислал нам отчет о проделанной работе. Мы ему благодарность выявляем на самом деле, что люди должны быть все равны. Следующая ситуация в ходе рейда оказалась еще печальнее. Остановив ветерана Отечественной войны народа Абхазии, сотрудники ГАИ в очередной раз столкнулись с хамством и оскорблениями. Наверное, эта тема одна из самых болезненных. Дозволено ли ветерану не подчиняться закону и угрожать сотрудникам милиции своим ветеранским удостоверением, при этом публично оскорблять и угрожать личной расправой? Если закон должен работать для всех, так почему же некоторые граждане этому закону не подчиняются? Особенно возмущает факт, когда останавливают ветерана или инвалида войны, и он это удостоверение, не имея права, иногда нередко в нетрезвом состоянии, а также не исключено в наркотическом опьянении, они начинают пользоваться своими удостоверениями и своими привилегиями того, что ты участник войны. Что такое участник войны? Участник войны – это тот, который защищал свою родину, свой дом, своих детей. Они должны подумать о том, что жизнь пешеходов и водителей других машин, которые соблюдают скорость, в их руках. Должно быть взаимодействие и взаимное уважение работников ГАИ и ветеранов войны. Нужно ужесточать исполнение закона, не сам закон. Закон у нас есть, он регулирует, в принципе, на мой взгляд, все адекватно. Для того, чтобы ситуацию изменить, нужно ужесточить его исполнение. В первую очередь, сотрудник ГАИ, когда начнет уважать свою профессию и не начнет с тобой выяснять отношения по-уличному, как это часто происходит, а это будет делать в рамках своих полномочий закона, то и люди к ним по-другому начнут относиться. Сотрудники ГАИ сами провоцируют такое отношение. Что касается переаттестации самих сотрудников, то проходили они ее год назад. По итогам многие сотрудники были переведены на менее ответственные должности. Около 10 человек были уволены. Наши молодые гаишники, которые недавно закончили милицейскую школу, они на дорогах порой неграмотно представляются, останавливают не все машины. Почему же не останавливают машины с затемненками? Не всех останавливают. Они останавливают водителей, не представляются. Также хамят, бывают. Я сама была свидетелем. Нельзя это делать. Не надо провоцировать ветеранов войны. Ветераны войны, они, может это будет не грубо, но контуженные, потому что контузию получили почти все. Они психологически неуравновешены. Все они, всех их надо уважать. И надо все делать по закону. Вот это вот хамское отношение порой, оно провоцирует. Я прошу всех ветеранов войны, участников войны, инвалидов войны, пусть они поймут, что удостоверение они имеют не для того, чтобы пользоваться им при таких ситуациях. У нас очень много льгот. Понимаете, нам государство дает. Но льготы на повышенную скорость нам никто не давал. И мы сами должны знать цену человека и его сохранять. Мы в неделю ловим 30 пьяных. В неделю. Мое подразделение ловит 30 пьяных. Ну мы какие абхазцы, мы же если за рулем, если выпили, мы же герои. И как-то кому-то руль передать, это стыдно. Разделения по возрастной категории нету. Есть и очень взрослые, которые очень агрессивно относятся к нам. Когда мы им годимся в сыновья, они могут выражаться в наш адрес нецензурной бранью, очень агрессивно относиться к нам. Также молодые тоже. Конечно, не обошлось и без потасовки. Пассажир одного из остановленных автотранспортных средств оказался в нетрезвом состоянии. Его возмутил тот факт, что машина вообще была остановлена. Началось все с нецензурной брани в адрес сотрудников, ну а закончилось в дежурной части, куда дебошир был доставлен. Вас сейчас только что задержали на Лосянском посту, вы были пассажиром. Ваш водитель нарушил правила дорожного движения.
автомобиль его был тонирован. Вы выражались нецензурной бранью, сопротивлялись законным требованиям. Вот на камеру можете сказать, почему? Я все могу сказать. Давайте. Целеспу машина. Ежели сац племянника парвимоп тапка. Елкау. Нас. Шайвас ханикалет тренировка. Лобовое кадямца. А варучаха на телевизоре шахаз 40% яму. А если это чьи мацами? Зиги епстину. Саса нарколоз. Эти сейчас ремонт злерм колой. Сесуда закон с чем шоу. Задержи Аллах закон. Я шатами. Шуштуги закон Аллах задержи. Аллах хас Аллах. Задержи Аллах. Ну шуштуги не я, хорошо лаги. Дай Разрешен задержи бande вас рецесты сейчас. Ай, пожалуйста. Закройте его. Только за тот день в результате проведенных профилактических и рейдовых мероприятий по республике правоохранителями за нарушение ПДД составлено 176 протоколов. Из них 10 человек управляли автотранспортом в нетрезвом состоянии. Имена тех, кто управлял автотранспортом в нетрезвом состоянии, опубликованы на официальном сайте Министерства внутренних дел. Такая мера профилактики взывает к чувству стыда нарушителей. Каждый день ловим там пьяных, мы спасаем чью-то жизнь, ихнюю жизнь даже, тот, который озлобленно к нам относится, может быть, мы его жизнь спасаем. Не знаю, может, когда-нибудь мы к этому придем, то, что поймут люди, что мы выполняем работу, спасая жизни чьи-то. 2-3 жизни мы спасем, это уже для нас хорошо будет. Безопасность дорожного движения в Абхазии по-прежнему остается одной из наиболее острых и серьезных проблем. Количество автомобилей постоянно увеличивается. Смертность на дорогах недопустимо высока для нашей малочисленной страны. Хотя и по итогам 2 прошедших лет она упала на 12,5%. Есть такие, скажем так, латентные мероприятия безопасности, ремень безопасности, который, скажем так, может сохранить и здоровье, и жизнь. И, к сожалению, наши граждане, видя ежедневно, да, у нас очень активно население ведет, скажем так, блоги свои в соцсетях, и видим, как то или иное дорожно-транспортное происшествие, когда происходит, что оно обозрением всего общества становится. Но несмотря на это, никто не задумался, что вот этот ремень под левым плечом или под правым, если ты пассажир, который вот если я пристегнусь, я избегу многих тяжких таких страшных вещей. Мы видим, что никто не пристегивается. Сегодня поставлена задача поднять дисциплину в этом направлении. В первое время, конечно, мы будем предупреждать о необходимости соблюдения административного кодекса в виде пристегивания в транспортном средстве водителя и его пассажира, после которого мы начнем жестко, скажем так, требовать исполнения данного законодательства в виде возбуждения административных материалов в отношении нарушителей. Как утверждают специалисты, причины ДТП те же, что и в предыдущие годы. Прежде всего, это пренебрежение требованиями правил дорожного движения, превышение установленного скоростного режима движения и вождение в нетрезвом состоянии. Имеющиеся средства автоматической фиксации нарушения ПДД не оказывают существенного влияния на улучшение дорожной обстановки. По утверждению специалистов, для ощутимого изменения состояния аварийности на наших дорогах необходимо не менее 100 участков, контролируемых средствами автофиксации. Гражданских, да, которые не оплачивают штрафы, их около 30 человек у нас сегодня собралось, злостных нарушителей. Мы все эти материалы передаем судебным приставам. Судебный пристав, у нас было заседание, мы все обговаривали, как бы они работают, у них есть стоянки, они будут изымать вплоть до движимого, недвижимого имущества. Уже работа ведется профилактическая. Вот мы отправили материалы, 30 материалов, уже пару из них уже исполнены, обратно нам сюда пересланы. Люди начали понимать, что это как бы не для того, чтобы снизить уровень там, или повысить уровень какого-то там баланса на счету, да, а то, что люди уже начали останавливаться. Но общественное мнение говорит о том, что просили нас, поставьте камеры в Гагранском районе побольше, нам там возле границы, там, где много ДТП происходит. Мы, естественно, сделали смету дороги от Ингури до Псову. И те точки, где у нас аварийные, да, постоянно, сейчас мы их все не можем определить, но в основном, где у нас происходит очень много дорожных транспортных происшествий, мы решили установить там камеры. Вот называемые лежащие полицейские, которые по республике, у нас их очень много, да, которые проезжающие, люди возмущаются, почему столько. Мы тоже их хотим на будущее убрать, вместо них поставить камеру, чтобы люди видели
что там снимается, ведется видеофотофиксация, что если человек превысит скорость в населенном пункте, хотя он должен это знать тогда, когда он получал права, то что он будет наказан. Наказан будет финансово. А что самое главное в этом вопросе, так это неотвратимость наказания за совершенное нарушение правил дорожного движения для всех участников без исключения. С этим, увы, дела обстоят намного сложнее. Процветает взятничество. И это правда факт. Сколько раз лично я сталкивался с тем, что я еду по трассе, меня останавливают там за какое-то нарушение, там, и открыто просят с меня 500 рублей, давай разойдемся. Конечно, мне так будет проще, потому что я плачу в 2 раза меньше там, или там, в 1,5 раза меньше. Но это вот один факт. Кому-то в этой стране можно сесть в пьяном состоянии за руль и ехать так, как он считает нужным, с такой же скоростью, с которой он считает нужным, потому что его отмажут. Ну, как бы говорю это слово, потому что другое я и не представляю, как можно использовать. А кто-то не может себе позволить там иногда и просто там проехать без того, чтобы его не остановили. И это правда так. И с этим ни один человек не может поспорить. Ни действующее руководство ГАИ и Министерство внутренних дел, ни их предыдущие коллеги, ни 10 лет назад, ни 5 лет назад, ни сегодня. Потому что в этом обществе у нас растут дети. И, слушайте, мы становимся перед выбором, или мы относим себя к людям, для которых в этой стране закон не писан, и нам много чего дозволено. Или же мы как раз-таки становимся той группой людей, для которых закон существует в этой стране. Их и судят, их и штрафуют и так далее и тому подобное. Я не говорю, что это происходит поголовно везде, но у нас очень маленькая страна. И, конечно, думать о том, что вот кто-то чего-то не знает, тоже нелепо. Есть еще одна проблема – степень освещенности дорог в ночное время. Это напрямую оказывает влияние на ДТП. По утверждению специалистов, освещение части автодороги Псоу-Ингур позволило снизить в значительной степени количество ДТП в ночное время. Но это лишь на отрезке Сухум-Псоу. О другой части республиканской трассы и говорить не приходится. Помимо того, что нет освещения, нет и так необходимой для водителей дорожной разметки. Разметка, кстати, у нас она рисуется так относительно редко, что сразу становится заметно в дождь. Конечно, на безопасность это очень влияет, потому что, опять же, ты понимаешь, где твоя машина находится, не съехал ли ты с дороги. При обучении, например, это вызывает достаточно тяжелый момент в плане, есть такое понятие, когда водитель не может ровно машину держать. И вот как раз разметка и должна ему помогать в этом. А когда отсутствует разметка, соответственно, и нам это создает дополнительные проблемы. Еще одна немаловажная проблема – парковки. Хаотично и неправильно припаркованные машины ограничивают видимость на перекрестках, часто вынуждают пешеходов выходить на проезжую часть, что порой приводит к аварийным ситуациям. Что в этой связи Министерство внутренних дел было сделано? На сегодняшний день министром внутренних дел и управлением госавтоинспекции подготовлена инициатива по изменению действующего законодательства. Изменение следующего характера, что если гражданин нарушил правила остановки стоянки и тем самым затруднил движение пешеходу или же затруднил движение транспортного средства на данном участке дороги, то мы имеем возможность его эвакуировать. На сегодняшний день законодательство позволяет эвакуировать транспортное средство, но, к сожалению, технически это организовать немножко затруднительно. И в этой связи мы внесли пункт изменения в эту статью о том, что мы имеем возможность изымать в виде, удержать номерные знаки у гражданина. То есть, та практика, которая у нас имела место быть, узаконить ее. Но я думаю, в течение этого месяца все стадии согласования пройдут и будет внесено в повестку. Сравним автомобиль с оружием. Те, кто владеют оружием и умеют с ним обращаться, осознают его опасность и чувствуют ответственность. Есть определенные правила обращения с оружием, пренебрежение которыми может привести к печальным последствиям. То же самое и с автомобилем. Это средство повышенной опасности. На скорости свыше 80 км в час машина становится более опаснее, нежели пистолет, не поставленный на предохранитель. И самое главное, что должны понимать водители, что из-за собственной безответственности могут пострадать не только они сами, но и невинные люди, оказавшиеся у них на пути. С вами была Рената Шакая.